Здравствуйте, в эфире специальный выпуск программы «7 дней плюс». Мы работаем в выездной студии на международном форуме «Россия. Исламский мир». И мы общаемся с российским востоковедом, политологом Карине Александровной Геворкян. Карина Александровна, добрый день. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо, что пригласили. Да, как вас не пригласить, когда вы здесь у нас в гостях? Первый вопрос, название форума, он уже 15 раз проходит, «Россия. Исламский мир». Название не режет? По-арабски это Даруль Ислам, да, то есть земля ислама, да. Россия – это цивилизация. Исламский мир состоит из, как минимум двух серьезных цивилизаций. Это арабская, мусульманская в целом, да, которая говорит на арабском, где основной язык межнационального, если можно так выразиться, общения – это арабский. И иранская. Язык индоевропейский, не семитский, да, и это самостоятельная цивилизация. Иран – это самостоятельная цивилизация. Вот для меня очень важно, что Татарстан, он как бы между находится. Он связан и с тюркскими народами, которые не все мусульмане, кстати, надо отдать должное. То есть отметим, да, как минимум. То есть и этническое может быть взаимодействие, и взаимодействие с этим арабским Востоком. А рядом, через Каспий, да, Волга, Каспий, и исторически так было, что предки татар, башкир, они взаимодействовали с иранцами очень много. И даже, насколько я знаю, я, конечно, иранист, я не специалист, и не знаю татарского языка, но иранизмов, слов из персидского языка в татарском гораздо больше, чем, например, даже в турецком, понимаете, да? То есть это важно. То есть вот этот взаимный, такой вот постоянное взаимодействие, опыт его имеется, исторический опыт. Знаете, как бы это сказать, на генетическом уровне бессознательно он может включиться. И учитывая то, что предки татар и башкир создавали ту самую русскую цивилизацию, будучи мусульманами. Создавали русскую? Конечно. Мусульмане. А какую еще? 5 веков как минимум. Мы же с вами тьму примеров можем привести, в том числе татарского происхождения, скажем, великих деятелей культуры. Кого тут мы можем многих называть, да, тот же Аксаков, Рахманинов, знаете, бесконечно, да, и половина русской аристократии имеет эти татарские корни. Мы не можем это разорвать. И эта цивилизация единая, со своим кодом, со своими этическими нормами, с этой взаимной терпимостью, с этим, понимаете, нерукопожатностью ксенофобов в принципе. Да, бывает, мы тоже впадаем. И у нас бывают всякие девиации, если можно так выразиться. Но дальше вот этот здравый смысл, этот опыт взаимодействия, он берет верх. Мы понимаем, что на ненависть ты далеко не уедешь. Нет, что мое. Конечно, если несправедливо что-то, но для этого государства и институты нашей цивилизации, как государство цивилизации, и разработано, чтобы не доводить до такого, до цугундера, как говорится, понимаете? Поэтому Татарстан может стать, и я давно это говорила, как центром взаимодействия тюркских народов, именно благодаря невероятному вот этому внутреннему богатству, высокому уровню образования, популярности или внедренности инноваций. Это один из самых продвинутых ведь регионов России. Вот сейчас, да, мы стали Татарстан, наша республика, она уже стала каким-то таким посредником, наверное, да, между всей Россией и Востоком. А Восток воспринимается как такая, как я давала интервью до вас, это самое, как такая, знаете, одолиска спящая, но это не так. А на Востоке, в том же Иране, Иран входит в 10 самых технологически развитых стран мира.
А по нанотехнологиям на 4-м месте в мире, опережают Британию, Францию и США, по-моему, тоже. Как вам это? Где это отсталость-то технологическая? И Мы об этом гиперзвук у просто них не знаем, так широко летает, не а у распространено, американцев да. нет. Где отсталость-то? Нету ее. Вот это мифы. Это карикатурные пропагандистские мифы, которые Запад пытался распространить о таких, как мы с вами. Понимаете? Но у них ведь и русские тоже как бы недоделанные люди, извините, недочеловеки. Для Запада Мы это имеется все, в я виду. сейчас не хочу пускаться в это, мы это, можно сказать, полной ложкой хлебали и хлебаем в связи с Украиной, которая Европа, да? Потому что, а мы тут с вами какая-то презренная орда. Потом они То есть спохватились, вот это вот да. страна, да, и вот Да, это вот. ну нам смешно с вами. Нам не смешно, нам их жалко даже. Мы понимаем, что они сектанты. И мы на примере Украины у себя здесь, невзирая на все наши противоречия, они тоже есть. И мы не будем их замазывать. Вот. А мы понимаем, что так, это уже просто, ну это правда уже тоталитарная секта. Свидетели величия Запада. Но ведь это так. А мы и к Западу также относимся, как к самим себе. Потому что если они там могут, я не знаю, Чайковского запрещать, да, или Достоевского, а мы так, знаете, на все на это посмотрели и сказали, не-не-не, Шекспир, там, Бетховен, не-не-не, пожалуйста, вот у нас такого не будет, этого маразма, да. Такой. Но они же правда, это же правда поведение тоталитарной секты. А мы понимаем, что и у нас, конечно, люди, да, приверженные традиционным религиям, но традиционные религии сектантство-то не любят. Вот был ведь период все-таки исламский терроризм. Был. А это совсем другое явление. Оно тоже внешнее, оно тоже импортированное. Почему? Потому что желание доминанта, вот, мирового доминанта, который глобальный, да, опирался он на Америку, на базы военные, на станок, который там доллары печатал и так далее. Было ясно, что они хотят сокращать народонаселение, они это не скрывали. После заседания Римского клуба и доклада «Пределы роста». Да, 72-й, по-моему, год был. Вот. Ну и начали сокращать. А как сокращать таких традиционных мусульман, да, у которых высокий уровень рождаемости? Ну, чтобы надо придумать что-то, каких-то особые направления, ну, типа салафитов, да, которые вам скажут, нет, вы неправильные мусульмане, потому что все не так делаете, как было в VII веке. А они знают, конечно, как было в VII веке, лучше нас с вами, да. И они дальше приходят и какие-то порядки устанавливают. Я только, поскольку у нас тут женское было отделение, я в разных странах была, и я помню Афганистан 1979 года. Ни для одной нормальной страны мать, кормящая дитя, не является чем-то непристойным. И в странах, где традиционно распространен ислам, это нормально. Тем более, что ни одна женщина не садится так, чтобы ее там весь мир видел. Да, просто это создает неудобства определенные. Но убийство таковых женщин салафитской полицией, я сейчас не буду объяснять детали, да, младенец есть, мало ли где застала это все, да. Это святое, это мать с младенцем. А это системные были убийства вот этих женщин, которые попались вот так вот. Причем там это женская же полиция салафитская в ИГИЛе, запрещенном в России. Ну, ужасный аспект. Но я в качестве простейшего примера это говорю. Да этого не было никогда.
Ну, не было такого никогда, и нигде это в культуре нет. Меня это в Афганистане поражало. Вот где приспичило младенцу, она там и садится. И ни один человек мимо проходящий, никто даже на нее не оборачивается, понимаете, потому что это святое. Вот, ну, и это у всех народов так. Поэтому что они в результате, почему? И в результате их главное лозунг, что неправильные мусульмане – это мусор. Они, значит, должны этот мусор вымести. Первое, против кого они нацелены? Против неправильных. Они в Израиле что сказали? Они нам не угрожают, нам не угроза. Для нас ИГИЛ не угроза. Интересно ведь, правда? Они прежде всего против мусульман были настроены. То есть это из серии «Разделяй и властвуй» все-таки. Да, для того, чтобы смертоубийство здесь происходило, чтобы... И это тоже тоталитарная секта. Ну, послушайте, ислам запрещает любые формы каннибализма. Это харам. Это вот просто, да, это страшно. Видео не помните, ролики, связанные с событиями в Сирии? Это как объяснять? Это не все язычники, даже каннибалы, далеко. Это вообще о чем? Ну, давайте не замалчивать эти вещи. Просто надо их хорошо понимать. Кого они первыми убивали? Продвинутых, образованных богословов. Им не нужны были такие люди. У меня друг в Аль-Азхаре учился 7 лет в Египте. Потом 2 года, по-моему, в Иране, в Куме, в академии, там обучался. Как был объявлен вот в эти 90-е, начало нулевых, курс? Полгода. Скажите мне, за полгода можно одновременно с обучением арабскому языку, который очень сложен? Его можно учить всю жизнь. Персидский... Там даже написание одной буквы разное. Да нет, это еще самое несложное. Это самое простое. Персидский, как говорил Грибоедов, игрушка рядом с арабским. Просто. Вот. Одновременно еще и основы фикха, да, там изучить, или я не знаю, да, ильма, да, вот науки, да, вот это вот богословское. Это невозможно. Это курс молодого бойца, чтобы объяснить, куда бежать, в кого стрелять. Ну, не более того, извините. Несерьезно вообще. Про образование затронули вопрос, да, вспоминают бабушку, которая не знала ни русского, ни татарской вот этой латиницы, да, ни кириллицы. Она только арабицу на арабском, знала. да. Ей когда записывали, ее записали неграмотно. Да, да, я знаю. Это, да. конечно, да, такая Отсюда, история. да, это сейчас вот изучить этот арабский, это же... Нет, это просто достаточно. Наверное, сложнее, чем графика китайский. это просто. Дело не в графике, сам язык сложный. Это семитский язык. Там нет исключений. Там даже, как шутят арабисты, для каждого исключения существует правило. Понимаете? Ну вот смотрите, да, чуть-чуть вернуться назад, да. Ислам российский и ислам, ну, назовем его восточным, да. Вот общие различия — это одно и то же или все-таки разные вещи? Ну, послушайте, ведь складывается всегда некая субкультура, соответствующая условиям жизни, климату, некой приспособленности человека к той среде, в которой он живет. Вот. Поэтому, скажем, унификация, а зачем вам унификация? Когда, знаете, когда все шагают в ногу, мост обрушивается. Всех одеть одинаково, да, в робы, или, условно говоря, да, в одни и те же. Ну, не надо этого. Никто Всевышнему, извините, как выражаются мусульмане, да, там, Всевышнему, ему-то что до того, какого цвета на женщине платье, а? Ну, может, я не права, конечно, может, я сейчас такую стрёмную вещь сказала, но если так сложилось, он же этому не противодействовал. Если в одних странах женщина носит платочки, а в других странах
закрывают лица. Хорошо, я читала «Ожерелье голубки» замечательного андалузского автора Ибн Хазма, одного из блистательных учителей в сфере этики, как раз арабской, исламской цивилизации. Ну, блистательный автор, очень рекомендую. Ибн Хазм «Ожерелье голубки». Что он пишет? Женщины должны закрывать свое лицо. Дальше он как это объясняет? Женская кожа очень нежна. Солнце, пыль сушат эту кожу, поэтому ее надо закрывать. То есть это забота о женщине, в первую очередь. Забота не о том, чтобы ее скрыть, чтобы да. красоту Хорошо, моей жены если никто у не вас видел. такой Да? климат, как аравийские пустыни, где пыльные бури песчаные и так далее. Ну, понятно, да. И даже сетку можно сделать, чтобы глаза не попало. Вы когда-нибудь задумывались об этом? А скажем, на том же Северном Кавказе, где совершенно иной климат, но женщины носили платки. Или там платок и головной убор. В Татарстане тоже своя традиция сложилась. Здесь холодно зимой бывает, правда? Ну, скажите, потому что это правильность, говорит, вот здесь должны. Я его спрашивала, он говорит, это правильно здесь. Вот у меня, говорит, мама, говорит, никогда так себя вот, да, там, не подчеркивала свои, а зато вот молилась она правильно, говорит. И к людям относилась да, правильно. а мой да? отец, говорит, построил мечеть, да, и я, говорит, приехал, другой мой знакомый сказал, приехал, хотел пойти, значит, помолиться, а мне сказали, что вот эти, ну, как вот, самые эти правильные, тебя туда не пустят. А он в Москве живет. Ну, что делать? Он приехал на родину, на Северный Кавказ, не буду называть регион. Его отец построил эту мечеть. И его туда не пускают. Да, его туда не... Он говорит... То есть мы же... Не надо закрывать на это глаза. Люди, которые радикализируются, одно дело глубокая вера, погруженность в нее, молитвенное состояние. Ну, послушайте, эти люди опасности, как вам известно, никогда не представляют. У них одна, да, они в вертикали находятся. А когда кто-то ими манипулирует для того, чтобы сказать, ты правильный, а он неправильный. Насколько я знаю, в мечеть вообще может любой зайти. Любой, я вот Независимо от христианка. вероисповедания, Я помню, я однажды спросила, а мне можно? Так же, как и в храм, Меня в посмотрели церковь. как на сумасшедшую. Сказали, конечно, это же... Какая разница? Точно так же, кстати, и в храм Да, и в христианский. церковь, пожалуйста. Да, конечно, Пожалуйста, никто же не запрещает. заходи. Да, просто ты Единственное, должен... не со своими правилами только. Ну, да. естественно, соблюди правила. Да. Если в мечети мы снимаем обувь, то, например, в церковь не надо снимать обувь. Ну, прошу прощения, везде свои... Все. Где тут какие запреты могут быть? Я думаю, что в данном случае мы не должны обсуждать друг с другом, красть нам серебряные ложки в гостях или не красть. Мы знаем, что это Чтобы плохо. осадочек не Не остался. надо нам объяснять такие очевидные вещи. И делать из нас каких-то, знаете, таких наивных, которым только сегодня рассказали, что жить в ладу друг с другом – это хорошо. Понимаете? Да мы все знаем, что такое хорошо. Ну, это любая религия говорит об этом. Что если конечно, ты соблюдаешь и уважительно относишься к людям, когда их встречаешь, своих соседей, говоришь им «здравствуйте». Если у них беда, помогаешь. Если у тебя радость, зовешь их, потому что это твои соседи. Ну, а что тут такого? Мы же домой друг к другу не вламываемся со своими уставами. У нас существует понятие дома, очага, где наша вот идентичность имеет возможность полностью воплотиться так, как нам это нравится. Правда? А вот когда мы выходим в мир, и когда у нас социальное взаимодействие, то тут должна быть адаптивность, которая у нас и так есть. Потому что в русской цивилизации все уже давно притерлись друг к другу, понимаете? И мы такое проходили, что просто мама не горюй. Последнее, вот недавно мы же отметили 9 мая.
Ну, хватит уже. Мы в таких окопах вместе сидели. Самый объединяющий праздник, наверное, все-таки. Ну, конечно, да. потому что наши Самый предки главный сидели праздник, в одном окопе. независимый. Вот. И все. И мы уже поняли, что как только какая опасность, а у нас с вами территория большая и ресурсов много. Да, и стакан воды, как известно, утром на тумбочке стоит, да? Я же серьезно говорю это сейчас. Потому что то, что сейчас происходит, понятно, что старая система доминирования Запада стремится сохранить свое доминирование. А за счет чего она может сохранить? За счет того, чтобы нас, извините за выражение, раскурочить. Вопрос, допустим ли мы это? Это к нам. Ну и все. И дальше нам нужна трезвость максимальная. И требования к самим себе, и умение грамотно отнестись и к взаимодействию. Потому что для того, чтобы, опять-таки, даже Татарстан на государственном, культурном уровне взаимодействовал со странами исламского мира, то его надо знать. И надо знать его специфику, и надо знать его ментальность. И это нужно изучать. Собственно, да, вот для этого, наверное, такой вот форумы, такие мероприятия проводятся. Ну, да, для этого, в конце концов, у нас было несколько востоковедных центров. И русское востоковедение, я вообще считаю, не потому что я этой школы, но оно лучшее в мире. Все у нас, весь опыт накоплен. В Казани, в Казанском университете, все отлично изучалось еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Казань один из самых научно и учебно развитых был всегда городов. Вы же не будете это отрицать, правда? Да, ну, Казанский вот университет да. это, извините, в конце концов, толковый словарь великорусского языка Владимира Даля под редакцией Будуэна де Куртене. Это, извините, где? Это Казанская школа. Вот вы еще, в начале нашего разговора, до начала нашего разговора, интересно сказали, что Казань, как вот оно... Да. Вот, это сокровищница. В переводе с какого языка? Персидского. Может быть, впрочем, я могу ошибаться, это, возможно, арабский корень. Ну, в любом случае, сокровище. Я сейчас вот уже так далеко отошла от своих знаний в лингвистике, что, да, судя по может быть, трехбуквенный корень. Отсюда, кстати, фамилия Хазин, например. Потому что я помню очень хорошо, что пишется как раз с этим смычным «а». Вот, это то, что означает сокровищница. И понятно, потому что Волга, потому что таможенные сборы, потому что место очень удобное для того, чтобы это осуществлять, да. И вот это вот путь не только из Варяг в Греки, он немножко западнее, да, а вот этот путь очень известный. Это путь как раз индийских и иранских товаров туда, на север. И вот понятно, что здесь это все собиралось, здесь встречались цивилизации, культуры, люди взаимодействовали. Я вам в качестве примера, знаете, Бухару приведу, X века. Не удивляйтесь. Ведь эпоха Возрождения и вот этот взрыв такой научный во многом пошел оттуда. Знаете, там все встречалось. Великий шелковый путь, там все встречались друг с другом. И вот у академика Бартольда я не знала сначала. Слушайте, вы можете себе представить, что в той самой Бухаре X века, мусульманской, 18 христианских монастырей. Ну, почти как Татарстан. Буддисты есть. И они все, естественно, где встречаются? В мужском клубе, то есть на базаре. Потому что в любом... базар – это особый культурный феномен. Товары привезли, да, складировали. Дальше куда идут? Покушать, да, что-нибудь там. И клубы дискуссионные, они общались друг с другом. Вот когда люди вот так вот встречаются, воленс-ноленс вынуждены взаимодействовать, то они начинают делиться друг с другом. Ну, сейчас вот Татарстан тоже стал вот местом я такого, об этом да, говорю, вот да. Я взаимодействия. За это. Да, можно всех со всеми поссорить. Вот Запад сейчас сам с собой начинает ссориться.
Я вижу, как, например, Вашингтонский глобальный центр с лондонским конкурирует. Не буду сейчас аргументировать это. Да, давайте эту сторону трогать не будем, да. К сожалению, мы Вот должны завершать. Когда вот люди, когда идет упадок, война всех со всеми. А когда вы хотите добра и процветания, то находишь способы и этические формулы или формы взаимодействия. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, это был специальный выпуск программы «7 дней плюс». Мы общались с Кариной Александровной Геворкян, востоковедом, политологом. Всего доброго.